эфире по телефонной связи архиепископ Философский Крымский Климент. Здравствуйте, владыка. Добрый вечер. Вы нас слышите? Да, слышу. Владыка, вы вчера были у Володи Балуха в тюрьме. Расскажите, пожалуйста, я просто хочу это слышать, чтобы вы рассказали, что там, что с ним, как с ним. Значит, вчера в 2 часа мне удалось попасть к Володе Балуху. Мы общались с 2 часов дня до 5 часов вечера. Сначала Володя был очень возбужденный. Первые вопросы, которые он задавал, общался ли я с его мамой и что с его мамой. Потому что Володя переживает за то, что мама упала и повредила ногу. Ну, я постарался Володю успокоить, что все хорошо, все под контролем. Наталья очень серьезно относится к его маме, помогает, поэтому Володя перестал беспокоиться. Дальше мы общались на темы духовности. Я Володе просто рассказал примеры из жизни святых отцов, что такое страдание, что такое милосердие, что такое вообще подвиг, который несет православный христианин. Чем обеспокоен Володя? Володя очень сейчас обеспокоен тем, что после апелляционного суда, который пройдет 24 сентября, через какой-то промежуток времени Володю могут поставить на этап и отправить в колонию. Володя, почему это его беспокоит? Потому что Володя не собирается прекращать голодовку. И он прекрасно понимает, что попав на этап, он не сможет придерживаться того ритма жизни, который сейчас у него в СИЗО. Это его очень расстраивает, раздражает. Но мы договорились таким образом. Жить одним днем сейчас. День прожил, слава Богу. То, что мы знаем сегодня, это хорошо. То, что будет завтра, мы узнаем. Очень тяжело было перейти к такому нормальному, спокойному разговору. Но что мне понравилось к концу встречи, Володя успокоился. Он жалуется на сердце. У него болит сердце. Когда болит сердце, начинается тошнота, и мы не можем понять, что это за синдром такой, что это за симптомы. И поэтому я специально на этом обращаю внимание, что, учитывая, что к Володе не могут сейчас попасть врачи, потому что Володя никого не хочет видеть, кроме врачей Красного Креста. А врачи из миссии Международного Красного Креста по каким-то причинам пока не были в СИЗО. Поэтому для понимания, с чем связано такое состояние, я это озвучиваю, что может кто-то из медиков нам даст консультацию, что именно, это сердечная боль, или это боль от ощемления позвоночника, или это нервология, для чего, чтобы потом понимать, какие таблетки пить или что надо делать. Потому что сегодня Володя пьет только таблетки сердечные. Володя жаловался на то, что у него начала лезть печень. Печень у него не болела очень долго, сейчас пошло обострение в печени. Когда я Володе помазывал маслом и поднял футболку, я, конечно, был шокирован тем, что я увидел. Это, по сути, кости и кожа. Но внешне Володя, конечно, за собой смотрит. Он выбритый идеально, у него чистые волосы, у него чистая одежда. Но это благодаря его жене Наталье, которая постоянно передает и средства гигиены, и чистые вещи в СИЗО. Поэтому даже в этих очень тяжелых условиях Володя, конечно, за собой следит. Он не опустил руки, он борется и внутренне,
духовно. Я Володе дал читать письма, которые ему передали из Киева. Володя очень благодарен той женщине, которая написала это письмо. Вообще он всем благодарен, кто ему пишет и кто его поддерживает. Вот. Но его слова, что он не сдастся, он не сломается, и никто его не сможет сломать в этой ситуации. Я, во-первых, хочу попросить, если нас врачи известные, хорошие, неизвестные, но хорошие врачи смотрят, пожалуйста, свяжитесь через меня, через нас. Это можно все сделать с владыкой Климентом. И нужна такая онлайн-консультация, что ли, что делать Володе, потому что какие таблетки принимать, что происходит. Это серьезное дело, раз нет врачей. И, владыка, я еще один вопрос хочу вам задать. У вас последними днями была информация, что Володю еще и к тому же избили или применили физическое насилие в СИЗО. Об этом говорили тут официальные лица. Что вы знаете об этом? Что вы можете сказать? Говорил ли что-то Володя вам об этом? Обстановка, в которой происходила наша встреча, не позволила более детально и обстоятельно поговорить на эту тему. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы были в отдельном кабинете, послушался. Во-вторых, возле нас было 2 охранника. Вот. Поэтому Володя сказал, что как только появится адвокат, он адвокату сам все расскажет. Когда я был в СИЗО, то адвокат Оля Гинзе попросила, чтобы по возможности или Володя, или я со слов Володи записали все то, что происходило. Но этой возможности у нас не было. Почему? Потому что очень пристально смотрели, будет ли писать Володя что-то или буду что-то я записывать. И для того, чтобы не спровоцировать ситуацию, не вызвать неприятности и для меня, и для Володи, мы просто ограничились духовной беседой. Вот. Почему? Потому что были определенные трудности, и ситуация была не очень благоприятная. Мы просто не рискнули разговаривать на эту тему. Поэтому, когда я вышел из СИЗО, я сказал, что все комментарии по этому вопросу даст только адвокат, который будет с ним общаться и который официально изложит всю позицию происходящего. И последний вопрос, владыка Климент. Вы, видимо, когда вы будете в Киеве и планируете ли вы встречаться с кем-то из официальных лиц с тем, чтобы рассказать о состоянии Володи Балуха и обсудить, что делать с этим? Единственное, с кем бы я хотел встретиться, это с президентом Украины. Больше, честно говоря, я ни с кем не хочу общаться. По одной простой причине. Потому что столько писем и столько информации, сколько было дано людям, которые, в принципе, должны были бы хоть что-то сделать и для Володи Балуха, и для Олега Сенцова, и для других наших ребят, которые сидят сейчас в тюрьмах и ждут помощи. К большому сожалению, эту всю информацию используют в большинстве случаев только для собственного пиара и для каких-то громких заявлений, которые только вредят. Поэтому единственный человек, если президенту Украины это будет все интересно, да, тогда я могу с ним встретиться и четко рассказать, что происходит в Симферопольском СИЗО, что говорят наши ребята, и Евгений Панов, и Олег, и Володя Балух, вот, и что они просят. А все остальное, мне кажется, это уже пройденный этап.